Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Божьего благословения и пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы так благословлены Духом Твоим Святым. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности и возможности, которые мы уже имеем в помазании Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за то, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны Тебе за то, что Дух Святой пребывает с каждым из нас лично. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны, либо к Твоему призыву, либо к наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. И помоги правильно понять, и помоги правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, но духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за силу благословения, которая пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, что силой благословения сокрушаются всякие узы тьмы. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены, мы так благодарны Тебе за то, что сила Твоя действует прямо сейчас. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас, Дух Святой, Ты уже формируешь ход наших мыслей и ход наших слов. А мы, высвобождая свою веру, возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духом Божьей премудрости, Духа откровения Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает ум, делает способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. А я, Отец, молюсь за каждого присутствующего и разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ихний ум во имя Иисуса. И мы верим и соглашаемся, Отец, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем, что прямо сейчас душевные слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Мы принимаем с благодарением, что мы больше никогда не останемся прежними. И мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за силу благословения, которая прямо сейчас уже служит каждому из нас, формируя ход наших мыслей, слов и действий. Мы принимаем все, что Ты, Иисус, оплатил для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Подражая Богу благословение». Давайте я напомню некоторые основные моменты из самой первой нашей встречи. В самой первой нашей встрече мы рассматривали с вами Бытие 1 главу и 2 главу. Я хочу отметить эти главы. Они не случайно записаны в Библии, потому что в Бытие 1 и 2 глава мы с вами видим совершенную волю Божью. Совершенную волю Божью не только для Адама. Иногда верующие, читая Бытие 1 и 2 главу, читают ее, как будто это воля Божия для одного человека, для Адама. Бог записал Бытие 1 и 2 главу, чтобы каждый рожденный свыше, читая Бытие 1 и 2 главу, мог узнать волю Божию для него лично.
А о чем идет речь, когда я говорю о Бытие 1-2 глава? В первую очередь о тех словах, которые Бог сказал Адаму. Давайте я их прочитаю. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте». Первое, что я хочу отметить, Бог благословил человека. Вы знаете, если Бог хоть один раз что-то сказал, Он это утвердил. А если Он это утвердил, то это никогда не отменяется. В данном случае мы видим, что Бог высвободил свое слово благословения над человека. Вы знаете, что высвободил свое слово благословения над человека Адама, в этом человеке Он благословил всех последующих людей. Другое дело, что Адам согрешил, Адам остановил благословение в жизни людей, но не волю Божью. Вот что важно отметить. Но не волю Божию. Волю Божию невозможно остановить. Другое дело, что Адам остановил ее на время в жизни людей, но он не отменил волю Божию. Воля Божия безусловна. Волю Божию просто нужно принять, и все. Это несложно. Бог сказал, и все, что нужно сделать, это просто принять. Хорошо. Итак, когда мы говорим о благословении, мы не говорим о разных благословениях. Это тоже очень важный момент. В первую очередь мы говорим об источнике всех благословений. Исцеление, освобождение, восполнение нужд. Это все перечень благословений. Но все благословения приходят из одного источника. Поэтому в первую очередь мы говорим об основном благословении, которым Бог благословил первого человека, Адама. Основное благословение в жизни человека производит все виды благословений. Что такое основное благословение? Я дам вам или напомню прошлое, с самого первого нашей встречи, некоторое определение. Основное благословение, высвобожденное Богом на человека, это наделение его властью и обеспечивающее ее силой от Бога, иметь все запланированное Богом для человека во всей полноте, без всякого недостатка. Другими словами, основное благословение – это обеспечение всем необходимым для того, чтобы выполнить все необходимое. Что такое благословение? Или как оно пришло в нашу жизнь? Через Дух благословения. Дух Святой – это и есть Дух благословения, чтобы вам было проще в этом направлении ориентироваться. Следовательно, приняв Духа Святого, вы приняли источник всех благословений. Вот это я хочу именно напомнить. Хорошо, я напомню некоторые основные моменты, а теперь немножко из повторения нашей прошлой встречи, которая была по счету 9-я. Мы с вами говорили о благословении в жизни Исаака. Что за благословение было в жизни Исаака? Откуда у Исаака взялось благословение? Конечно, это благословение передалось от Авраама. Подождите, а что за благословение было у Авраама? То же благословение, которое было и у Адама. Благословение Адама через клятву Божию пришло в жизни Авраама. Через клятву Божию оно пришло в жизнь Исаака. Это все тоже благословение. Не появилось на земле после грехопадения еще какое-то новое благословение. Отмечаю, благословение – это источник всех благословений. Давайте немножко вернемся, потому что Дух Божий хочет, чтобы я еще кое-что напомнил. Учитывая, что Бытие 1-2 глава – это совершенная воля Божья, а Бог является неизменным в Слове Бог, и Бог не отменил Бытие 1-2 главу. Следовательно, после того, как Адам согрешил, неизменным в Слове Бог, что будет делать? Восстанавливать утраченное. Восстанавливать утраченное. Поэтому, если вы возьмете Бытие 1 главу и 2 главу, и потом сделаете скачок в книгу Откровения, последняя глава, знаете, что вы там увидите? Конечно, Эдемский сад и дерево жизни посреди его. И это можно связать со словами, которые написаны в книге Экклезиастов. Что было, то и будет. Что
что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. А если связать со словами книги Исайя 46:10, то там написано: «Я возвещаю от начала то, что будет в конце». Это благословляет. Потому что люди думают, что «не, я знаю местописание, творю все новое». Но когда Бог говорит «творю все новое», то то, что новое, это новое для людей. Для Бога оно было всегда. Поэтому я просто с вами прохожу весь этот путь, потому что Библия — это фрагмент времени в 7000 лет, который Бог записал в определенном, скажем так, или передал в определенной форме, чтобы каждый из нас мог понять, что Бог от начала возвестил то, что было в конце, а то, что посередине, нам просто нужно узнать, чтобы усвоить раз и навсегда, что ничего не нужно придумывать. Все, что нужно сделать, это принять и позволить этому действовать в нашей жизни. Что было, то и будет. Вот что делалось, то и будет делаться. А что было? Благословение. Слышите? А что было? Благословение. А что будет? Благословение. Следовательно, чему нужно научиться, как рожденным свыше? Принять благословение, ходить в благословении и быть в благословении. Сложно? Не сложно. С другой стороны, очень сложно. Потому что мы так научились думать как проклятые, говорить как проклятые и поступать как проклятые, что когда мы приняли благословение, мы не знаем, как думать как благословенный, а говорить как благословенный и поступать как благословенный. И это есть большая проблема, с которой сейчас сталкиваются верующие. Казалось бы, это не сложно, брат Олег, в чем мне сложно разговаривать как благословенный? А попробуй-ка. Попробуй-ка выразить, когда у тебя что-то болит, выразить это словами благословения. Может быть, вам просто кажется, вот просто поймай себя на это. Вот когда что-то заболелось, попробуй это выразить или сказать словами благословения. И вы увидите, что в вашей голове оказывается таких изречений, зато есть другие изречения, которые связаны с проклятием. Поэтому то, что мы с вами изучаем, мы не изучаем ничего нового. Мы просто проходим, исследуя все аспекты, связанные с тем, что Бог возвестил от начала. Хорошо. Итак, мы с вами рассматривали благословение в жизни Авраама. Теперь мы рассматривали, позапрошлой нашей встрече мы рассматривали благословение в жизни Исаака. Также мы рассматривали благословение в жизни Иакова. Вот. Я хочу напомнить некоторые моменты из той части, где мы рассматривали благословение в жизни Исаака. Первое, что хочу отметить, что клятва Божия, данная человеку, в том числе она была дана и Аврааму, является необратимым обязательством Бога перед человеком. Следующий момент. Основное благословение — это воля Божия, которую не нужно заслуживать или зарабатывать. Ее необходимо принять верой. Вот простота. Скажите, действие закона электричества нужно заработать или заслужить? Солнце, чтобы оно всходило или заходило, это нужно заработать или заслужить? Вот я просто хочу, чтобы вы увидели в этом. Благословение было дано человеку еще задолго до того, как он вообще появился. Об этом написано в послании к Ефесянам. Так как Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Все, что нам нужно научиться в нем жить. Мы к этому подходим. Также, что я хочу отметить из прошлых наших встреч, что основное благословение — это сила роста и умножения. Слышите? Сила роста и умножения. Откуда я это беру, что это сила роста и умножения? Мы в самом начале с вами исследовали все эти аспекты. Первое, что я хочу отметить — Эдемский сад. Эдемский сад, на земле был определенный участок земли. Слышите? Почему определенный участок земли? Не всю землю. Эдемский сад не наполнял всю землю. Его территория известна согласно Писанию. Эдемский сад — это был небольшой участок земли, который после того, как человек принял благословение, человек должен распространять был по всему лицу земли. Другими словами, Эдемский сад — это был образец.
образец того, что должен продолжать творить уже человек. То есть благословение — это определенная сила, необходимая сила, опять-таки, чтобы продолжать то, что Бог уже начал. Бог начал процесс творения. Сотворил определенный участок земли, сотворил наполнение этого участка земли, сотворил человека, дал ему силу и сказал: продолжай. Слышите? Продолжай. Что продолжай? Творить. Другими словами, вот тебе образец, совершенная воля Божия, Эдемский сад и все наполняющее его, а теперь делай это везде. Слышите? Услышьте в этом себя. Бог передал нам эстафету. И не просто эстафету, Он передал нам силу и необходимую власть продолжать начатое им. И, кстати, все ангелы, они тоже поставлены слышать тех, кому Бог дал власть и силу. Продолжать. Продолжать что? Насаждать Эдемский сад. Продолжать что? Насаждать совершенную волю Божию. Продолжать что? Распространять благословение. Мне нравится вот эта фраза, сказанная Богом Аврааму: «И будешь ты в благословении». Слышите? «И будешь ты» — это мотив, слышите? Это мотив всех ваших действий. Во всяком случае, должен быть. То есть какое бы ты действие ни делал, мотив должен быть один — быть в благословении. Если мотив чего-то не быть в благословении, все, лучше даже не начинать. Быть в благословении. Если ты будешь стремиться быть в благословении, то сила благословения, которая в тебе, будет являть благословение. Хорошо, мы еще тоже об этом будем говорить. Хорошо, мы взяли основные моменты из встречи, когда мы говорили об Исааке. Напомню, один из основных моментов, когда мы говорили об Иакове, о благословении в жизни Иакова. Дух смерти оказывает давление на имеющий дух благословения. То есть человек, который живет в благословении, на его периодически оказывается давление духом смерти. Мы сегодня тоже эти моменты будем рассматривать. Хорошо, сегодня мы с вами рассмотрим действие благословения в жизни Иосифа. Очень интересная часть в исследовании благословения. Кто-то может спросить: а зачем мы исследуем действие благословения в жизни разных людей? В первую очередь, благословение, которое было у них, такое же и у нас. У нас не какое-то другое благословение. У нас тоже благословение, которое было у Адама, тоже благословение, которое было у Авраама, тоже благословение, какое было у Исаака, Иакова и Иосифа. Поэтому, изучая благословение в их жизни, мы на самом деле изучаем то, что у нас есть. А учитывая, что воля Божия не отменилась, какая она была в Бытие 1 глава, такая она и сейчас, и будешь ты благословение. Благословение — это власть и обеспечивающая ее сила продолжать Богом начатое дело. Слышите? Ухватитесь за это. Подождите, брат Олег, а я не знаю, что он начал. Я хочу сказать, что есть твоя часть. Твоя часть в Богом начата. И когда ты начнешь ходить в благословении, Дух благословения, конечно, скажет тебе твою часть. Вообще, как бы в свете Божьей мудрости, на самом деле осуществлять Божий промысел на земле как раз и должен быть благословение. В Писании написано, что Дух истины наставит вас на всякую истину и возвестит вам будущее. Также Писание говорит: покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти. Поэтому Дух благословения в твоей жизни — это есть для тебя жизнь. Избери жизнь. Заметьте, жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Избери. Вас никто не будет заставлять жить. Вас никто не будет заставлять ходить в благословение. Но Бог говорит: избери. Поэтому, изучая благословение в жизни этих людей, в первую очередь мы изучаем то, что есть у нас. В первую очередь мы изучаем то, что Бог дал каждому из нас, чтобы мы продолжали начатое им дело и не останавливались. Хорошо. Сегодня мы будем рассматривать благословение в жизни Иосифа. Очень интересно. Вообще Иосиф близкий нам. Близкий в чем? Я сейчас отмечу вот эти моменты. Чем Иосиф близкий нам? Одна
Одна из особенностей благословения в жизни Иосифа, и почему он близкий нам, первое, что Бог не являлся ему лично, как Аврааму, Исааку и Якову. Может быть, Бог вам являлся. Но мне разве что во сне. И то, я бы не сказал, что это прямо Бог был. Вот. Но что-то такое подобное. Вот. А ему лично, а Аврааму, Исааку и Якову являлся лично. Иосифу не являлся лично. Слышите? И это подводит нас ко второму моменту, важному, что Иосиф принял обетование Божье об основном благословении из уст своего отца Иакова. Слышите, он просто принял. Скажите, а его братьям принадлежало это обетование? Да. Он принял, а они нет. А принадлежало всем. Я только вам это сказал, мне сразу поднялась история про этого Бартимея. Иисус и шел, всем было доступно исцеление, но призвал только он. Женщина, страдающая от кровотечения, всем было доступно исцеление, но прикоснулась только она. Прикоснулась с верой. Все остальные прикасались без веры. В церковь ходят все, но имеет результат только 25%. И те 30, 60, 100. Я просто хочу, чтобы вы увидели. Присутствуют все, получают единицы. Не потому, что принадлежит единицам, потому что единицы принимают. Слава Богу, в этой аудитории я буду брать 100%. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что даже имея благословение, это не значит, что его будут иметь. Слово «иметь» в контексте Писания означает использовать, применять и получать результаты. Вот почему есть такой контраст на сегодняшней внутри церкви. Потому что на сегодняшней внутри церкви не применяют все, что им доступно. Поэтому вот Иосиф, чем и особенный, мы его отмечаем, что Иосифу Бог не являлся, Иосиф сам принял обетование на основании того, что услышал от своего отца. Он это принял как для себя лично. То есть из этих двух моментов можно сказать, что Иосиф не просто знал о благословении от своего отца, он верил, что оно также пребывает и на нем. Слышите? У него не было никаких знамений. У него не было вначале никаких доказательств. Он это не чувствовал, мурашки не бегали, он не падал, ему никто не выворачивал бедро, он ничего не переживал. Слышите? Он просто принял. Просто принял. Я просто хочу, чтобы вы поняли, потому что праведной верой уже будет. Просто принял. Потому что он был сын Иакова, и он верил, что как Иакову принадлежит благословение, так и ему, как сыну Иакова. Вот и вся позиция. Хорошо. Итак, основное благословение, принятое Иосифом верой в раннем возрасте, стало проявляться первым в его снах. Давайте здесь немножко остановлюсь. Я немножко забегаю вперед, потому что я хочу, чтобы вы уже многие вещи из этого применяли. Вера от слышания от слова. Как Иосиф принял благословение? Говоря, вера от слышания. Я веровал и что делал? Говорил. Следовательно, если я ничего не чувствую, но я верю, что это принадлежит и мне тоже, что я должен начинать делать? Говорить. Говорить, называя что? Несуществующее. Пока ничего не чувствую, не вижу, не обоняю, не осязаю. Как? Уже обоняю, осязаю, чувствую. Я хочу, чтобы вы просто поняли. Потому что праведной верой жив будет. Вера слышания слова. А слово нужно что? Говорить, а не просто знать. Говорить на кого? На себя. Вот так я и в данном случае Иосиф и делал. Просто чтобы вы понимали по самому смыслу, почему в жизни Иосифа это стало проявляться. Потому что Иосиф не был молчун. Дальше по ходу этого вы увидите. Он не молчал. За что и страдал. Но опять-таки, пусть это нас не расстраивает. Праведный живет словами своих уст. Произведением уст своих человек насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. То есть уста являются инструментом как принятия, так и разрушения. Поэтому если вы будете просто знать о благословении, но не говорить, то нет вам от того никакой пользы. Чтобы благословение
проявлялось в вашей жизни, вы должны об этом говорить, даже если не понимаете, как это будет. Просто говорить для начала. Хорошо. Итак, принятое Иосифом благословение, опять-таки верой отмечаем, в первую очередь стало проявляться в его снах. Он относился ко снам очень серьезно. Очень серьезно. И о своих переживаниях, естественно, он рассказывал кому? Самым близким. Рассказывал братьям, рассказывал своему отцу. Об этом я хочу и прочитать вам из Писания. Бытие 37 глава, с 5 по 10 стих. Знаете, иногда послушаешь верующих, такое впечатление, что партизанский отряд. Они благословенны, молчат. О благословении надо говорить, слышите? Не молчать. Давайте я приведу такой пример. Каждый из нас вступил в завет с Иисусом, правильно? В завет, в брачный завет, слава Богу. А теперь вспомните, когда у вас была свадьба, просто с муж с женой, об этом узнали все. Вы все отправили пригласительные. Но зато когда вы заключили завет с Иисусом, кроме вас, Иисуса, почти никто не узнал. Слышите? Ну, братья, это мои личные отношения. А то, что были не личные, а общественные. Просто тут есть определенный дух, который все-таки приостановил, чтобы мы об этом молчали, чтобы мы не рассказывали, что мы в завете с Иисусом. Так же самое в отношении благословения, дух проклятия, дух смерти. Вот молчи, будь скромным. Об этом нельзя молчать, потому что праведной верой жив будет. Говорить об этом — это жизненно важно, не молчать. Но если я скажу, что я в благословении, ты как раз увидишь, как там проклятие или что там вообще. Это серьезно. И то, что я вам говорил, то сейчас на улице как раз и происходят определенные события, которые отмечены в книге, сейчас я вам скажу, Малахии. И увидеть разницу между верующим и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Увидеть по-любому разницу. Хорошо. Я отмечаю эти моменты, потому что надо, чтобы пока мы дойдем до самой последней части, важно, чтобы вы уже начали практиковать. Говорить. Подошли к зеркалу утром, не комментируйте. Я вас прошу. Как слава Богу. Благословен. А будет еще лучше. Хорошо. Особенно в отношении детей. Тоже вас убедительно прошу. Говорите в отношении детей только слово благословения. Сейте семя и верьте, что вырастет. Это так важно. Тем более сейчас такой период, что наши дети, они живут словами наших уст. Они нуждаются в слове веры, они нуждаются в слове благословения. Мне нравится, что если вы почитаете жизнь Авраама, Исаака и Якова, что они говорили на своих детей. Это удивительные слова, как стихи звучат. Да будешь, и пошли. Ой, слава Богу, ухватитесь за это. Хорошо, возвращаемся к Иосифу, к его снам. «И видел Иосиф сон, рассказывал братьям своим, и они возненавидели его еще больше». Он не молчал. Хороший парень. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Такой скромный был. Не, я думаю, что он говорит, потому что это переживание, оно было в нем очень сильным. Не молчите о том, что вы благословлены. И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказывал его братьям своим. Такое впечатление, что он их хотел уже, знаете как. Говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, 11 звезд преклоняются мне». И рассказывал отцу своему и братьям своим, евангелист. И побранил его отец и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклонимся тебе до земли?» То есть осуждение. То есть смотрите, просто, конечно, осуждение. Но смотрите, какой интересный момент. Осуждение братьев
И непринятие снов отцом не останавливало благословение. Вы знаете почему? Потому что он на них не обижался. Вот это важный момент, слышите? Он на них не обижался, и по этой причине благословение продолжало действовать даже при таких раскладах. Я буду отмечать особенно такие моменты, чтобы вы в своей жизни это зафиксировали. Он понимал, что его сны непростые, и размышлял над ними. И чем больше он над ним размышлял, тем больше он в них вникал. И тем больше он осознавал, что то же благословение, которое пребывает на его отце, пребывает и на нем. Делая это, так Иосиф не препятствовал действию силы благословения. Когда же его братья даже желали убить Иосифа, то дух благословения, не имеющий препятствия в жизни Иосифа, остановил их желание убить, заменив его на желание продать. Брат Олег, подождите, что за благословение? У них было желание убить, слышите? И вдруг откуда ни возьмись караван. Якобы вдруг откуда ни возьмись. И вдруг откуда ни возьмись, якобы желание не убить уже, а продать. С одной стороны, конечно, кто-то может сказать: брат Олег, что это за благословение? Продали в рабство. Если посмотреть с позиции такой, то да, якобы нет. Но если посмотреть с позиции, что они хотели лишить его жизни, то благословение. Благословение жизни всегда освобождает от проклятия смерти. Хороший вариант, хороший вариант. Я просто хочу, чтобы вы тоже это видели. И я хочу отметить это благословение из книги пророка Исаия, 54 глава, 17 стих. Ни одно это сколько? Гриб сюда входит? Так же само. Неважно там свиной, куриный, какая разница? Ни одно. Ни одно орудие. Гриб — это орудие сатаны. Так здесь написано, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не нас, тебя, не будет успешным. Слава Богу, хорошее обетование. Оно мое. Если у вас есть Библия, то оно и ваше. Хорошо. Итак, возвращаемся к Иосифу. Прекрасное обетование. 90-й псалом. О, удивительный сам по себе, особенно в наши дни, сейчас. Проданный в рабство Иосиф попадает в дом египтянина, Потифар, причем непростого египтянина. Слышите, это тоже важный момент, я его сейчас еще отмечу. Человек, который занимал высокое положение в обществе. Он был на службе у фараона, царь-дворцем, начальник телохранителей. Опять-таки, кто-то может сказать: брат Олег, что здесь хорошего? Он попал в рабство. То он не просто попал в рабство, он попал к человеку определенному. Я не буду немножко забивать вперед. Итак, что мы видим? Опять-таки, что сохраненный от смерти, он попадает к человеку высокого ранга или чина. То есть благословение всегда защищает проклятие, не ведет снова к проклятию, оно ведет к чему-то большему. При всех внешних неприятностях Иосиф продолжает держаться обетования данного его отцу об основном благословении. Он верил, что Бог его не оставил. И об этом он не только говорил, но и подтверждал действиями. И Бог продолжал исполнять клятву данную Аврааму, отмечая вот этот особенный момент. Бог действовал в жизни Иакова, то есть Иосифа, потому что Иосиф не ставил сопротивления, а Бог осуществлял обещанное Аврааму. Это касается вас на 100%. Бог пообещал Иисусу во святом святых, что все, кто его примут, будут благословлены. Слышите? Не за заслуги, не за дела, не за хорошее поведение, не за какое-то особенное положение в особенной организации, а за то, что просто приняли его. Слышите? Просто приняли. Брат Олег, я не заслужил. Потому и написано: по вере, чтобы было по милости. Никто не заслужил. Никто из нас не может быть таким безупречным, как Иисус. Поэтому Бог благ. И по милости своей сказал Иисусу: Иисус, всех, кто тебя примут, в моих глазах будут, как будто они никогда не грешили, и будут так же благословлены, как я дам. И им будет доступно делать все то, что они должны делать. И сделают.
Я хочу, чтобы вы видели в этом себя в первую очередь. Конечно, мы говорим об Аврааме, о Исааке, Иакове, конечно, мы говорим о Иосифе, об Адаме, но в первую очередь мы говорим о каждом из нас. В первую очередь. Хорошо. Итак, Бог продолжал исполнять клятву, данную Аврааму. Какую Бог дал клятву Аврааму? Благословляя, благословлю. Слышите? Давайте я дам немножко понимания вот этих слов. Благословляя, благословлю. Эти слова буквально говорят: один раз благословив, буду благословлять всегда. Другими словами, я в этом больше не остановлюсь. Благословляя, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословляться в семени твоем, и благословляться в семени твоем все народы земли. Все. Слышите? Благословляться в семени все. Пока в данном случае это обетование было дано Аврааму, пока через это обетование, это благословение попало его потомкам, пока еще. Но обетование давалось о семени, не как бы о всех, но как бы об одном. Всем народам как бы об одном. Я хочу, чтобы это подчеркивать. И читаем дальше. Мы читаем об Иосифе. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним». Как вы думаете, кто помог ему это увидеть? Благословение. И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руку его. И с того времени, скажите, благословение лицеприятно? Следовательно, благословение будет действовать в вашей жизни так же? Ну, конечно, оно неизменно. И с того времени, как он поставил его над своим домом, над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина. Смотрите, я вам читаю из Ветхого Завета, но как будто такое впечатление создается, что я читаю вообще из всей Библии в целом. Помните, что Бог сказал Аврааму, выводя его из Ура: «Благословляющих тебя благословлю». Тоже благословение. Хорошо, читаю снова. Так. И с того времени, как он поставил Иосифа, и было благословение Господне над всем, что имел в доме и в поле, и оставил он все, что имел в руках Иосифа, то есть Потифар, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Другими словами, дом Потифара стал преуспевать или наполняться благословением. Скажите, дух благословения изменился? Дух благословения — это дух роста и умножения. Слышите, это, наверное, просто ухватиться. Дух благословения — это дух роста и умножения. Дух благословения продолжал действовать в жизни Иосифа, что отражалось на всех окружающих его. Как Бог сказал Аврааму: «Благословляя, благословлю всех окружающих тебя». Но пока мы живем на земле, пока мы живем на земле, где имеет место дух смерти, естественно, что дух смерти, проклятие, будет постоянно оказывать давление, чтобы остановить благословение. То есть пока мы живем на земле, будет происходить конфликт между благословением в вашей жизни и проклятием, которое снаружи. Есть тот, кто заинтересован, чтобы остановить в вашей жизни благословение. В этой ситуации это тоже было не исключение. Мы знаем, что у Потифара была жена, которая, ведомая, опять-таки, духом смерти, пыталась, скажем так, соблазнить Иосифа, согрешить с ней. Брат, меня никто не соблазняет. Не, возможно, вас не соблазняют именно так, в этом направлении. Возможно, в каком-то другом. Какая разница? Здесь на таком уровне, вас на какой-то другой уровень компромисс. Предлагают какой-то компромисс. Предлагают сделать что-то, что не соответствует вере. Предлагают делать что-то, что смотивировано страхом. И это все направлено только против одного, против благословения в вашей жизни.
Или против чего другого? Знаете, что основной конфликт на земле вот сейчас идет между благословением и проклятием. В Писании написано, что благословением праведных возвышается город, а проклятием нечестивых разрушается. Они что только делают, проклинают, а нам заповедано, что только делают, благословляют. Слышите, вот это просто ситуация, чтобы вы понимали. Потому что у вас есть сила. У вас есть сила благословения. Конечно, это Дух Святой, еще раз отмечаю. Хорошо. В данном случае мы видим, что жена Потифара, ведомая духом смерти, искушает Иосифа. И в один из дней жена Потифара решила силой завладеть Иосифом. И не получив желаемого, через ложь она посадила Иосифа в темницу. Здесь есть очень интересный и важный момент. Иосиф не стал оправдываться. И следующий важный момент. Иосиф не стал обвинять госпожу. Знаете, читая об этом, я задал себе вопрос. Неужели Иосиф читал Нагорную проповедь? Потому что то, как вел себя Иосиф, такое впечатление, что перед этим он прочитал Евангелие Нового Завета, а именно Нагорную проповедь. А знаете, почему он так себя действовал? Дух благословения. А знаете, что такое Нагорная проповедь? Это конституция Нового Завета жизни и благословения. Дух Святой не меняется. Поэтому Нагорная проповедь — это о том, как жить в благословении, как принимать это благословение и как быть в благословении. Вот там Нагорная проповедь. И я читаю в данном случае, что Иосиф, он не обвинял жену Потифара. Он не стал оправдываться, он оставил это Богу. И я теперь прочитаю вам из Нагорной проповеди, и опять-таки помните эту ситуацию Иосифа, в данном случае и жены Потифара. Хотя он не читал Нагорную проповедь. Вы слышали, что сказано? Я читаю из Матфея, 5 глава, 38, с 38 по 48 стих. Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. Иисус говорит, а я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Другими словами, не заступайся за себя. Начинай с духа благословения. Я не говорю, что вообще бездействуй. У тебя есть дух благословения, пусть он принимает решение. Как в Писании написано, что в тот момент, когда вас приведут в судилище, не думайте, о чем говорить. Ибо сам Дух Божий будет говорить через вас. Понимаете, тут в чем настрой? Позвольте Богу. Нет тщения, я вас дам, как говорит Господь. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают инутари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец вас Небесный. Другими словами, можно сказать так. Итак, подражайте Богу благословения и будете в благословении, и будет в вашей жизни действовать сила благословения. Давайте еще раз повторю. Если вы будете подражать Богу благословения, то в вашей жизни будет действовать Его сила. А сила благословения будет в вашей жизни делать и вас в благословение. Вы всегда будете победу иметь. Вот я хотел, чтобы вот этот момент вы сразу сопоставили с Иосифом. Потому что это реально практикуемо. Реально практикуемо. Хорошо. Итак, попав в темницу, основное благословение, не имеющее препятствий со стороны Иосифа, действовало там.
Благословение не ограничено темницей. Я не говорю, что нам нужно попадать в темницу, чтобы переживать присутствие благословения. Многие из людей попали сейчас в такие ситуации, что они как будто в темнице. Но если вы не будете делать определенных ошибок, то сила благословения выведет вас из темницы. Опять-таки, пересчитайте, как благословение действовало в жизни этих детей Божьих. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очаг начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они не делали, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Что вам это напоминает? Какое благословение, отмеченное в Писании, вам это напоминает? И будешь главою, а не хвостом. На высоте, а не внизу. Скажите, благословение поменялось? Конечно, нет. Хорошо. Но давайте я внесу немножко ясность. Потому что, когда читаешь определенные события, связанные с Иосифом, формируется такое не совсем, может быть, у кого-то не совсем верное представление. Первое, что может показаться, что это не то же благословение, которое было в жизни Авраама, Исаака и Якова. Почему? Потому что в основном в жизни Иосифа мы видим благословение проявляется в разных таких сложных ситуациях, в критических, что он попадает в какие-то проблемы и проявляется благословение. Обратно, наверное, в моей жизни, вот когда у меня будут проблемы, тогда проявится благословение. Кстати, многие так и думают. И чаще всего они именно так представляют это, что вот когда у меня проблемы, тогда Бог даст о себе знать. А до этого он где? В отпуске? Просто до этого ты его не слушаешь. Благословение всегда благословение. И когда хорошо, и когда плохо, оно благословение. Другое дело, что плохо, нужно знать по какой причине. Хорошо, поэтому благословение, которое действует в жизни Иосифа, это тоже благословение. Это не какое-то другое благословение. Это тоже благословение, которое было у Адама. Это тоже благословение, которое было у Авраама, Исаака, Иакова. Это тоже благословение действует в жизни человека ровно настолько, насколько человек ему не препятствует. Это все тоже благословение. Знаете, опять-таки, Дух Божий мне напоминает, что братьям Иосифа было также доступно это благословение. Слышите? Оно доступно всем. Абсолютно всем. Поэтому вокруг вас есть люди, которые так же благословлены, как и вы. Но они не имеют даже того, что вы уже имеете. Не потому, что они другие, а потому что в данном случае вы что-то приняли, согласились и практикуете, а они препятствуют. Хотя им доступно тоже. Доступно. Просто они препятствуют по разным причинам. Еще раз подчеркну, что благословение действует в жизни человека ровно настолько, насколько человек ему не препятствует. В Писании написано, какую меру мерите, такое будет и отмерено вам, и прибавлено. Ибо не мерою Бог дает духа благословения. А у меня есть еще одно прекрасное место Писания, сейчас оно особенно живет. И откроет окна небесные, и будет изливать сколько благословений? Все. До избытка. Все благословения. Слушайте, все. Все — это все. Другое дело, конечно, если ты выйдешь с чашечкой, то сколько бы их ни изливалось, вместится, сколько вместится, понимаете? Я так не понял. Я про уста говорю, не про чашку, конечно. Потому что некоторые говорят, а мне ничего не надо. А мне вот только надо, чтобы вот только для меня. Веруйте мерою доброю. Потому что у вас есть братья и сестры. Вообще Божий план очень большой. Поэтому не ограничивайте Бога. Жизнь и жизнь с избытком. Хорошо. Итак, благословение действует в жизни человека ровно настолько, насколько человек ему не препятствует. Хорошо. Также можно подумать, что Иосиф делал все, что хотел, а Бог только что и делал, только разбирался с тем, что стояло на пути Иосифа, или благословлял Иосифа. Сила благословения
подобно силе электрического тока, проходящего по проводу. Если нет сопротивления и действует по его правилам, сила действует на все 220. Так же самое в отношении с Богом. Бог, Он всегда готов действовать во всей силе. Ровно насколько Ему позволяет проявляться в жизни человека, ровно настолько Он и позволяет. И проявляется в жизни человека. Поэтому сила благословения действовала в жизни Иосифа. Так, потому что Иосиф не препятствовал. Помните, что Бог сказал в свое время Аврааму, для того, чтобы Авраам не угашал благословение в своей жизни. Он сказал: «Ходи передо мной и будь непорочен». И все. То есть, другими словами, можно сказать так: если ты хочешь, чтобы в твоей квартире всегда был свет, пожалуйста, не выключай его. Не сложно? Я стараюсь донести определенную мысль. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни всегда было благословение, пожалуйста, не соединяйся с проклятием. В Писании об этом немножко по-другому сказано. Не давайте место дьяволу. Кто крал, не кради. А труди своими руками, чтобы было из чего сеять или уделять нуждающимся. Хорошо. Возвращаемся. Дух благословения действовал в жизни Иосифа, опять-таки продолжая совершать обещанное Аврааму. Действие в жизни Иосифа — это было все тоже благословение. Я подчеркиваю, это не было какое-то другое. И исполнялось благословение, записано в 28 Второзаконии, я как раз его начал уже говорить. «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять». Благословение Божье, оно вчера, сегодня и во веки тоже. Я отмечаю сейчас особенным путем. Основное сопротивление, которое чаще всего ставят верующие, они ставят своими устами, а потом уже и делами. Своими устами. Особенно сейчас. Сейчас провокаций в море. Только включаете телевизор, провокация на провокацию. Все, что вам нужно, это согласиться. И если двое согласятся, а они уже согласились, они только ждут вашего согласия. Если двое согласятся, будет им все, чего они скажут. Можно уже, давайте каяться будем, давайте уже покаемся. Вы успеете покаяться. Если вы уже согласились с тем, что вы услышали, и не только согласились, а уже предпринимаете определенные действия верой. Знаете, что такое страх? Это вера в поражение. Хорошо, дальше пошли титры, мы возвращаемся к теме. Каждый понял, о чем идет речь. Опять-таки, никто ничего вас не заставляет или не переубеждает. Хорошо. Итак, основное благословение продолжало действовать в жизни Иосифа, совершая Божий план, слушайте внимательно, не только для него, но и для всех потомков Авраама. Действуя в жизни одного, оно готовило все необходимое, чтобы благословить всех потомков Авраама. Вы знаете, это удивительная часть благословения. Благословение в вашей жизни, в первую очередь, делает все необходимое, чтобы вы были в благословении как можно для большего количества людей. Слышите, это благословение. То есть Божье благословение в первую очередь хочет распространить ваше мышление, чтобы вы могли быть больше благословения. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что Бог не ограничен, и будешь ты в благословении многим народам. Дух благословения использовал всех, кто были вокруг Иосифа. Одним дала замысловатые сны, которые отбирали покой, а Иосифу дала истолкование, которое его доставляло. Хороший вариант. Еще раз объясню, чтобы вы понимали интересную комбинацию. Дух благословения дает одному сон, тот теряет покой. А Иосифу дает истолкование, которое его доставляет покой. Работает? Работает. Иосифу дал истолкование, которое доставляло. Бог, пребывая с Иосифом, никому не давал забывать о нем. И даже когда виночерпий забыл, Бог через необходимость толкования сна фараона напомнил виночерпию о Иосифе. И таким способом информация о Иосифе и о его сверхъестественных способностях дошла до фараона.
Не переживайте, дух благословения никому не даст о вас забыть. Как и дух проклятия. Тоже. Радуйтесь этому. Это благословляет. Дух благословения фактически это постоянно тот, кто работает над вашим ростом. Так что не переживайте, брат Олег, мне не забыли, наверное. Может мне написать им письмо? Опять-таки, письмо можете написать, но помните, что даже если Дух благословения не вмешается в это письмо, они все равно это письмо забудут. Либо на почте где-то забудут, либо вообще забудут о том, что письмо пришло. Дух благословения, отмечаем. Пожалуйста, не ограничивайте его. Не ограничивайте его своими словами. Читаем теперь. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь. Мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказывали ему сны наши, и он истолковывал нам, каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковывал нам, так и сбылось. Я возвращен на место свое, а тут повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся, переменил и пришел к фараону. То есть смотрите, как все события так разворачиваются. Конечно, это все не в одно мгновение события. Но я просто говорю, что на всем очевидна рука Божья. Мне нравится, как из Нового Завета сказано так: смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Не надо Бога толкать. Далее Иосиф под водительством Духа Благословения истолковывает сон фараону и предлагает ему метод решения предстоящей проблемы. Это также качество Духа Благословения. Благословение не только показывает человеку, в чем проблема, но оно также и открывает ее решение. Я напоминаю этот важный момент, что благословение всегда подсказывает решение. Поэтому если кто-то вам показал на проблему, то есть уже и ответ. Если что-то вам сказало о проблеме в вашей жизни, то уже есть ответ. Иногда меня спрашивают: брат Олег, что вы можете сказать? Вот я понял, что у меня такая проблема. Я говорю: тот, кто вам сказал о проблеме, скажет вам в ответе. Чего меня спрашивают? Или вы думаете, что Дух Святой говорит только 50%, все остальное все? Дух Благословения тот, который тебе говорит, и открывает, и наставляет, и выводит дальше. Поэтому, если ты увидел в своей жизни какую-то проблему, то ты бы ее не увидел, если бы Дух Святой тебе не открыл. А когда Дух Святой тебе ее открыл, то он открыл это решение. Главное, не останавливайся. Просто задайте вопросы, что делать дальше. Мне нравится, когда Савва, идя в Дамаск, увидел, что он в проблеме, потому что упал на землю, и от сияния Иисуса ослеп, он понял, что он в проблеме. То он сразу задал вопрос: как решить эту проблему? Что повелел Господи делать? То есть он понял, что с Господом лучше дружить. Но это проблема, если не будешь дружить. Понимаете? То есть если вы видели проблему, спросите ее решение. Конечно, нам проще пойти спросить у человека. Но так вы не строите личные отношения с Богом. А он может дать вам такой совет, что потом еще придет одна проблема. Основное благословение продолжало действовать. Еще раз напомню, продолжало действовать. Решение же от благословения – это решение, приводящее к росту и умножению. Фараон принимает его предложение и решает поставить Иосифа, молодого, 13-летнего еврея. Представляете, премьер-министр кто стал? 30 лет он стал премьер-министром. Он не получал никакого образования. Дары Духа Святого. Слышите? Дары Духа Святого. Так у Иосифа дары Духа Святого проявлялись периодически, а у вас все 9 постоянно. Причем 24 часа в сутки. Другое дело, что не пользуемся. Вот почему в одном из мест Писаний Иисус говорит, что сыны мира оказались мудрее сынов Божьих. Потому что сыны мира применяют все, даже чужое. А мы давайте свое начнем применять. То, что у нас есть по завету.
даров Духа Святого. То вы применяете хотя бы 3 каждый день, и этого уже с головой будет. Хотя бы 3, я просто говорю. А так, конечно, надо стремиться в том, чтобы проявлять все. Стремиться. Хорошо. Итак, фараон принимает его предложение, решает поставить молодого еврея Иосифа управляющим всем Египтом. Такое решение было принято фараоном, конечно, не без подачи Духа Благословения. Спустя какое-то время Дух Благословения, продолжая исполнять данную Аврааму клятву, побуждает Иакова, отца Иосифа, послать сыновей своих за хлебом в Египет. Смотрите, события только разворачиваются. Тут Бог готовит платформу, а там уже готовит другую группу людей, чтобы привести на эту платформу. Я просто говорю про вашу жизнь сейчас. Ваша жизнь — это платформа. Платформа для благословения для других людей в том числе. Не замыкайтесь вниманием на себя. Мне бы, брат Олег, хоть 2 квадратных метра. Выйдите из этих 2 квадратных метров. Мы жнецы последнего времени. У нас есть то, в чем нуждаются народы. Если вы ограничите себя только тем, что нужно вам, то вы его просто остановите. Это сопротивление. Сопротивление. Выйдите из этого сопротивления. Итак, мы просто жили в такой среде, где якобы самостоятельность на самом деле была очень четким послушанием духу проклятия. Мы никогда не были самостоятельными. Вообще ни один человек не может быть самостоятельным. Почему? Потому что человек творение не суверенное. Он всегда кем-то ведом. То ли духом благословения, то ли духом проклятия. Поэтому на самом деле самостоятельности как таковой не существует. А свобода, брат Олег, а что же такое свобода, если не самостоятельность? Свобода — это данная способность выбирать. Человек, который не имеет выбора, он раб. Вот есть люди, которые не верят в Бога. И они считают, что они свободными. Вы знаете, что человек, который не верит в Бога, он не имеет выбора. Он уже выбор свой сделал. Я не верю в Бога. Следовательно, у него нет еще одного выбора. Уже нет. Значит, он араб. А мы хоть приняли Бога, мы имеем выбор. У нас есть выбор. Бог и есть выбор сатана. Мы выбрали Бога. Мы себя поработили Богу. Это наш выбор. Но у нас все равно еще есть выбор. Поэтому в этом наша свобода. В нашем выборе. Там, где нет выбора, там нет свободы. Хорошо, возвращаемся. Дух благословения не дал открыться Иосифу. Дух благословения не дал открыться Иосифу, потому что было не время. Благословение Божье в жизни человека не делает что-то наполовину или чуть-чуть. Действие благословения — это полнота и завершенность. Написано, притча 10 глава, 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит. Знаете, это удивительно само по себе, потому что я в своей жизни переживал подобное событие. В моей жизни была одна ситуация, когда определенная группа людей оспаривали определенное имущество, связанное со мной. Оспаривали очень серьезно. То есть это был конфликт определенного уровня, я подробности раскрывать не буду. И вот наступил день, когда эта группа людей решила вызвать меня, выслушать и фактически это имущество определенное изъять. По сути, они имели на это право. Имели какое право? Они имели просто право, если бы они коллегиально это решили, вопрос был закрыт. Потому что это имущество, по сути дела, оно в какой-то степени было связано с ними. И перед тем, как идти на эту встречу, я просто помолился, потому что я знал, как можно эту группу людей аккуратно накрыть. То есть я мог за себя заступиться и победить, именно сам победить, заступиться. Но я просто помолился. И вы знаете, Дух Божий дает мне место Писания, которое связано с Духом Кира, что Бог возбудил Дух Кира с определенной целью. Поэтому я понял, что то, что происходит, это не они. Бог возбудил определенный дух определенного человека, чтобы вынести то, что уже в них было, наружу. Слышите? Наружу. Они ходили с этим, но это надо было вынести наружу.
Поэтому я просто отдался в руки Божьи. Я понял, что это Бог возбудил в них дух. Поэтому сказал Господь, как будешь дальше вести, так и веди. Я знаю, что верующему, что он благословен, все содействует во благо. Хорошо. Я пришел на эту встречу. Конечно, эта встреча, там была моя жена, конечно, это был прямой переезд, в прямом смысле слова. И в конце этого переезда, когда уже все высказали все, что они хотели высказать, тот человек, который был инициатором этой встречи, просто встает в конце этой встречи и скажет: вы знаете, я каюсь во всем, что я сказал. И все, в чем я стал инициатором, я отменяю. Конечно, все шапки потом в него полетели. Но он отменил все, и то, что мне, скажем так, раньше под вопросом было просто подарено. Все. Мы его просто подарили. Если раньше это было под вопросом, и вопрос был, знаете, такой колеблющийся, и многие на этом притыкались, то после этой встречи меня просто этим благословили. Это было его, потом, конечно, месяц его никто из тех не хотел видеть. Слышите? Все, что я делал, я просто молчал все собрание. Молчал. Вопрос там отвечался. Мы с женой вышли, мы только переглянулись. Я так вообще благословлен, и тем событием благословлен, и тем, что я читаю, я вижу дух благословения. Я просто не мешайте им, знаете, просто не мешайте. В моей жизни уже было много событий, разного плана, где все, что я делал, я молчал. Время молчать, время говорить. И из всех этих ситуаций я выходил победителем. А знаете почему? Потому что дайте место Богу. Не общение. Я вас дам. Дайте возможность Богу. Там не надо, Он скажет вам, что сказать. Вы благословлены, вы понимаете, какая у вас сила? Если вы не начнете за себя заступаться, сила благословения разберется. Научитесь просто ходить в благословении. Вам научиться нужно применять. Есть огромная стратегия в жизни тех мужей, которых мы читаем. Как благословение высвобождается, как оно приводится в действие. Как Иаков направил лучшее скота, чтобы размягчить сердце. И тот пришел и хотел убить, а уже рука не поднимается. Стратегия благословения, конечно. То есть у нас есть Библия, где пути благословения. Вы только применяйте, будете всегда наверху. Они даже не будут знать, по какой причине. Они хотят у вас что-то забрать, а получается, что они вам все отдают. Так не бывает. Ну, вы не верите в это, я верю, оно работает. Иосиф, он сна тоже не верили. А оно работает. Вы хотите сказать, что у меня будет трехкомнатная квартира? А ты об этом говоришь? Я уже всем об этом говорю. Главное, не останавливайся. Дома имение от кого? От родителей. Конечно, от родителей. Слава Богу, у нас любящие родители. Так что главное, ухватитесь. Я стоял на этом обетовании, стоял еще на одном обетовании, теперь у меня таковая есть. А все говорят: да перестаньте, вы же такое время живем. Какое мы время живем? Время благословения мы живем. Когда власть вернулась детям Божьим, когда мы вернулись в Эдемский сад, в какое время мы живем? А то, что там где-то свиньи, кури, так это какая разница? Благословен. Благословен в городе, слышишь? Благословен. Главное, не соглашайся. А вложи в свои уста, если надо, в 90-м псалме, там есть прекрасное место. В прекрасности. Вы понимаете, какая у вас позиция? И увидят разницу. Вот так и увидят. Хорошо. И что такое благословение? Давайте я дам такую вам еще фразу. Благословение – это сила приобретать все необходимое для жизни. А проклятие – это сила приобретать все необходимое для смерти. А как это все приобретается? Словами. Словами. Сейчас говорят о панике. А как она была? Вы знаете, у терроризма основной инструмент – это паника. Важно, чтобы люди начали говорить, называя еще несуществующее, как существующее. Так приходит страх, так приходит вера. И люди говорят, верующие в том числе.
Одно из предложений, которое поступило мне, все церкви купить повязки. Я никого не осуждаю. Я, конечно, не сдержался. Я высказал все, что я думаю по этому поводу. Мою веру хотели поколебать, а я верю, что я благословен. И я этого не сделаю лишь по одной причине, потому что я молюсь за каждого члена церкви, где я пастор. Молюсь за них каждый день, и исповедую у них слово благословения, исповедую у них 90-й псалом, исповедую у них 22-й псалом. И я не собираюсь соглашаться с теми, что с ними может что-то произойти. Я не собираюсь искушать Бога, если они захотят их одеть без вопросов, это личное дело. Но что касается меня, не дождетесь, называется. Это такая позиция. Опять-таки, никто никого. Пожалуйста, хотите одеть, одевайте, вас никто не будет осуждать или обвинять. Но так будет сложнее заметить разницу. Я ничего не говорю. Хорошо. Я уже просто вам подсказал, в чем они увидят разницу. Хорошо. Продолжаем, чтобы не отвлекаться. Так, действие за действием, событие за событием, сформированные духом благословения, потомки Авраама подтягивались к тому месту, где ожидало их благословение. И спустя какое-то время Иаков узнает о том, что Иосиф жив. И пришло время, когда самому Иакову пришлось идти в Египет. Бог подкрепил Иакова, сказав ему, и сказал Бог Израилю, это же Иаков, в видении ночном: Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Заметьте, что Бог приводит Иосифа в Египет, готовит всю необходимую платформу, готовит все необходимые благословения. То есть я просто хочу, чтобы вы поняли в своей жизни это. Бог готовит вас для чего-то большого. И через это большое в вашей жизни многие люди, они будут благословлены. Понимаете, вот как мы движемся. И будешь ты в благословении. Не рассматривайте свою жизнь только для себя. Вы пришли для того, чтобы множество людей были благословлены через вас. Узнали об этом благословении. Узнали и приняли это благословение. Каждый из нас — это семечко, которое должна принести огромный урожай. И Библия говорится, по какой причине семечко не приносит урожай. Почему? Потому что пав в землю не умерла и осталось одно. А если умрет, принесет много плода. Поэтому умрите для себя. Я буду благословение. И начни хотя бы с консьержки, которая у тебя в парадной. Дай шоколадку. Сколько можно проходить мимо, даже не улыбнуться. А что я должен не улыбаться? Тогда дай шоколадку, если не умеешь улыбаться. А что я давай шоколадку? Она мне двери ни разу не открыла. Ну ты начни открывать ей. Так она консьержка, пусть она первая. Так у тебя есть дух благословения, а у нее пока нету. Так кто кому должен служить? Понимаете, в каких простых вещах верующие начинают упорствовать. Применяйте везде. Везде, где есть возможность, участвуйте в жизнях людей. Везде, где есть возможность, что-то дайте им, а не ищите, ждите от них получить. Что-то дайте, брат, говорит, мне нечего дать. Что, у тебя ручки нет с собой? Есть, отдай. Всегда есть что дать. Слушайте, всегда. Главное, начните это. Блажение давать. Или благословений давать, нежели брать. Брать тоже благословение. В Писании написано блажение давать, потому что то, что вы даете, умножается, а то, что вы принимаете, уже не умножается. Вот такой порядок. Хорошо. Так, все с Иаковом, весь народ Израиля на время перешли в Египет, где пребывал тот, кто не препятствовал основному благословению. Время шло, умер Иаков, умер Иосиф, а основное благословение продолжало
двигаться к последующим поколениям Авраама. Давайте мы с вами немножко проанализируем жизнь или действие основного благословения в жизни Иосифа. Я хочу отметить некоторые важные моменты. У нас еще как раз есть время. Первый основной момент, который я хочу отметить в жизни Иосифа в отношении благословения, которое неизменно и постоянно. Первый, слушайте внимательно. Дух благословения спас и спасал не только Иосифа, но доставил спасение в период засухи и его родственникам. Спасешься ты и весь дом твой. Тоже благословение. Главное, не останавливайте его. Слышите? Вот это я убедительно прошу. Главное, не останавливайте его. То же обетование, оно у вас есть. Второе, что я хочу отметить в отношении Духа Благословения в жизни Иосифа. Дух Благословения был доступен всем потомкам Авраама, но проявлялся только в жизни тех, кто принял его и не препятствовал ему. Принял его и не препятствовал. Третье, что я хочу отметить. Дух благословения не ограничивается ни временем, ни местом. Он будет проявляться везде, где его примут, и не будет ему препятствовать. Некоторые считают, что прошло время действия такого уровня благословения, которое было в свое время. Бог вне времени. Он вчера, сегодня, веки тот же. И то же благословение, которое действовало в период жизни Адама, период жизни Авраама, Иакова, Иосифа, период всех их, такой же и сейчас. Нет разницы. Четвертое, что мы отметим. Дух благословения. Он восстанавливал и возвращал в жизнь людей то, что было утрачено Адамом. Это тоже очень важный момент. Благословение Божие в вашей жизни, оно не приносит в вашу жизнь что-то новое. Оно новое для вас, но это уже давно известное, давно существующее. Это совершенная воля Божья. И пятое, что я хочу отметить, действие основного благословения в жизни всех вышеперечисленных не отклонялось от основной цели, определенной Богом в клятве – благословляться в семени твоем все народы. Слышите, все – это все. Независимо от того, где они живут, на каком континенте. Все народы благословляться. Слушайте внимательно. Следовательно, события в жизни Авраама, в жизни Исаака, в жизни Иакова, в жизни Иосифа есть формирование последующих событий, ведущих к основной цели, которая есть в том, чтобы основное благословение стало доступным всем народам земли. Цель не меняется. Поэтому, когда вы читаете Библию, поймите, идет цель событий, цель которых одна, чтобы в благословении ходили все люди. Или все люди вернулись в Эдемский сад. Совершенную волю Божию. Отмечаю этот момент. И читая Писание о действиях Духа Благословения, это хорошо видно также в жизни и потомков Авраама, Моисея, Давида и других послушных Богу благословенных мужах и женах. Все они, ведомые Духом Благословения, говорили о грядущем Спасителе. О грядущем Спасителе от чего? От проклятия. Для чего? Для благословения. Для благословения. То есть Иисус пришел в нашу жизнь. Мы приняли Его в нашу жизнь для того, чтобы освободиться от «для». Слышите? От «для». Это все равно, что как смена гражданства. Когда вы перестаете быть гражданином Украины по причине того, что вы переселяетесь в другую страну, то теперь вам нужно все менять. Почему? Потому что все по-другому. От «для». Поэтому о том, для чего вы приняли Иисуса, и какова Его миссия в вашей жизни, связанная с благословением, мы как раз и будем говорить уже на следующей встрече. Вот такой путь мы с вами совершаем для того, чтобы подойти к глубокому пониманию того благословения, которое вам стало доступно по вере в Иисуса Христа. Благословение. Но вы уже можете его применять. Как это делается? Словами уст. Начинайте с этого. Ни в коем случае не комментируйте проклятие.
Если вы не хотите, чтобы проклятие проявлялось в вашей жизни, начинайте называть несуществующее как существующее. Во всем. Давайте поблагодарим Бога за благословение. За благословение. Брат Олег, у меня его еще нет. Есть. Ты принял Иисуса Господом? Да. Ты не можешь принять Иисуса Господом без благословения. Иисус принес в твою жизнь благословение, потому что в Нем что? Благословляться. Ты принял Иисуса? Да, благословился. В Нем благословляться. Ты принял? Благословился. Правда, а почему я ничего не чувствую? А что ты чувствовать должен? Благословение. Я понимаю, что, знаете, так как мы любим покушать, то мы, когда покушаем, мы якобы чувствуем, думаем, что мы благословение чувствуем. Хорошо. То есть все думают, что благословение, это, знаете, чувствуете, когда хорошо, какое-то такое переживание приятное. Да, оно проявляется и так. Оно проявляется и так. Но благословение в твоей жизни действует 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. И одно из проявлений благословения, которое действует в твоей жизни, ты не всегда это видишь, это то, что юность твоя обновляется подобно орлу. Аминь. Очень хорошее благословение. Так что пенсионеры, забудьте про пенсию. Такого обетования нет. Я просто к чему это сказал? Потому что это один из моментов, на которых останавливается действие благословения. Я не против пенсии. Но не ставьте ставку на пенсию. Потому что Бог сказал, что Он каждый день сотворил для того, чтобы ты радовался и веселился, а не раз в месяц. Понимаете, как это все происходит? Я просто вам саму цепочку выкладываю. Потому что если вы будете своими мыслями, вот когда там у нас такое-то число, каждый день, но я веровал, потому говорил, спасибо тебе, Господь, за то, что каждый день в мою жизнь приходит благословение от всех краев земли. Не ограничивайте его. Брат Олег, у меня только в Киеве все. У тебя братья и сестры по всему земному шару. А так как ты пока не замыкаешься на Киев, то о тебе никто и не знает. Высвобождайтесь. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены. Мы благодарны Тебе за то, что сила благословения действует в жизни каждого из нас в каждой сфере. Мы благодарны Тебе за то, что сила благословения действует в духе, в душе, в теле, в финансовой сфере и в общественной. Мы так благословлены. Мы благодарны Тебе за то, что силой Твоего благословения, Отец, наша жизнь устраивается в жилище Божие. Наша жизнь наполняется благословением от всех краев земли. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты дал нам силу благословения, чтобы мы были в благословении и исполнили волю Твою на земле, как и на небе. Спасибо Тебе, Господь. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Да будет исполнена она во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе за то, что мы обеспечены всем необходимым, чтобы выполнить Твою волю на земле, во всей полноте, без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал через Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Ты вернул в жизнь каждого из нас, Эдемский сад, совершенную волю Божию. Мы благодарны Тебе за то, что наша жизнь, она полна Твоими благословениями. И мы принимаем их с благодарением. Спасибо Тебе, Отец. И мы просим Тебя, учи, наставляй, направляй, учи нас, как Отец учит детей своих, чтобы мы никогда не ставили препятствия благословения. Отец, если мы хоть в чем-то уже поставили препятствие, сопротивление, мы каемся во имя Иисуса. И Дух Святой, помоги устранить это препятствие или сопротивление. Мы благодарны Тебе за то, что сила благословения действует, устрояя жизнь каждого из нас в жилище Божие. Мы благодарны Тебе за то, что благословен плод чрева нашего, благословены наши дети, и великий мир у детей наших, и дети наши да исполнят свое призвание, свою миссию на этой земле. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что ни одно оружие сатаны, никакой гриб да не будет успешен против детей наших во имя Иисуса. Да не будет в теле детей наших ни болезней, ни немощи, владыки во имя Иисуса. Мы благословляем наших детей и благодарим Тебя, Господь, за то, что ангелам заповедано, и да охраняют они, и да сопровождают их во имя Иисуса.
Отец, мы благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе за наших здоровых детей. Мы так благодарны Тебе за то, что ни одна болезнь и немощь не коснется их тел во веки во имя Иисуса. Мы так благодарны Тебе за наши благословенные семьи. Мы благодарны Тебе за то, что наши семьи — это полная жизнь, полная кладовую, полная чаша любви, радости и мира, всех плодов Духа Святого. Мы благодарны Тебе за то, что в наших семьях да не будет конфликтов, да не будет тьмы ни в каком его проявлении во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за наши благословенные семьи. Благодарны Тебе за наших благословенных жен и мужей во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы благодарны Тебе за наши благословенные тела. Мы благодарны Тебе за то, что наших тел не коснется никакая инфекция во веки во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что это тело будет служить Господу и исполнить свою миссию на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Господь, спасибо Тебе за эти благословенные дела, которые есть храм Духа Святого, Божья собственность, Божье наследие, и никакая болезнь и немощь не коснется их во веки во имя Иисуса. Господь, спасибо Тебе за эти благословенные тела. Спасибо Тебе за защиту и охрану, силы Святого Духа на этих телах и в этих телах мы принимаем. Да, Господь, мы благодарны Тебе за то, что ангелам заповедано охранять и сопровождать. Спасибо Тебе, Господь, за эти благословенные тела. Спасибо Тебе за то, что мы исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Отец, и мы молимся в согласии, Отец. Мы молимся в молитве согласия, что ни один из присутствующих во веки да не болеет во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что мы благословлены, Отец, и мы благодарны Тебе за силу благословения, которая действует прямо сейчас, устраняя всякую тьму во всяком ее проявлении. Господь, спасибо Тебе за это благословенное время. А мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы хватаемся своей верой за Твое Слово, за Твою кровь, за Твое имя и за Твой Дух. И мы верим, что Ты помазан и поставлен для каждого из нас лично, чтобы мы выполнили свою миссию на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что Ты помазанный и поставленный Богом обеспечитель своего народа, своего наследия. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с своей верой в Божьем небесном обеспечении. Мы берем свое семя веры, которое Бог Отец дает нам для сеяния и дает обилие посеянному, благословляем свое семя веры и говорим: стократный урожай прямо сейчас, поднимайся, приходи в руки во имя Иисуса. А тебя с этим мы связываем. Запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай прямо сейчас. Да приходит он от всех краев земли во имя Иисуса. Господь, мы также молимся в согласии, что у кого еще нет источника семян, да будет у них во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это благословенное время. И да будем мы в благословении для многих народов. И да исполним Твой план и Твои намерения во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за то, что сила благословения действует в каждой сфере нашей жизни с избытком, распространяя каждого из нас. Спасибо Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе, Дух благословения. Мы благословлены Твоим присутствием, мы благословлены действием Твоей силы, и мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены. Во имя Иисуса. Аминь. Минуточку внимания, я хочу сделать объявление. Вот здесь на столе.